Здравствуйте, в эфире программа «Экономика и мы». С вами Мадина Албогачиева, и смотрите в сегодняшнем выпуске. Регион пополнился еще одним производством – изготовление гибкого камня. Цифровая бизнес-миссия. Торгово-промышленная палата организует для ингушских предпринимателей онлайн-встречу с бизнесменами Белоруссии. Любители зимних видов спорта, добро пожаловать в Ингушетию. На курорте Арымхи открыт горнолыжный сезон. Первое в Ингушетии производство гибкого камня по немецкой технологии введено в регионе благодаря финансовой помощи республиканских властей. Фонд поддержки предпринимательства помог бизнесменам освоить частные инвестиции в строительство, производство и привлек республиканские средства для реализации проекта. О работе предприятия узнаете из сюжета. Благодаря помощи Фонда поддержки предпринимательства Ингушетии на рынке строительных материалов появился новый сегмент – производство гибкого камня. Двое местных предпринимателей положили в основу нового производства бизнес-идею, привезенную из Германии. Материал, изготавливаемый обществом с ограниченной ответственностью «Импульс», подходит для проведения отделочных, наружных и внутренних работ толщиной не более 6 мм и имитирует мрамор. Отделочный материал нового поколения, гибкий камень, представляет собой листовой материал, изготовленный путем нанесения мраморного песка на тканное полотно с помощью специальных полимерных композиций. Гибкий камень обладает рядом преимуществ перед натуральным камнем. Легкость, гибкость, простота монтажа, светопроницаемость, паропроницаемость. Гибкий камень широко применяется во внутренней и внешней отделке помещений, в облицовке ванных комнат и бассейнов, отделке каминов, арок, колонн. Широко применяется в светодизайне. Технология декорирования поверхности гибким камнем во многом напоминает процесс оклеивания стен обыкновенными обоями. Основные инструменты, которые придется использовать, это широкая кисть, ровный шпатель, щетка, резиновый валик, зубчатый шпатель, строительный фен, нож и малярный ролик для грунтовочных работ. Это песок мраморный или же обычный кварцевый песок. Разноцветный он бывает. Потом мы его, в зависимости какой цвет, какая расцветка нам нужна, мы его красим. Абсолютно экологичными пигментами для бетона. Красим специальными нашей технологией. Бетономешалки. И когда мы подбираем эти цвета, основной компонент, который здесь присутствует, подложка стеклохолст и акриловая дисперсия. Вот бочка. Второй компонент ПВА, ну и наши добавки, загуститель там и прочие химикаты. В качестве стартового капитала производители использовали заем от фонда в размере порядка 400 тысяч рублей. Мы, во-первых, сами своими силами начали работать. Работа пошла, и продукция, в основном немного застряли на безналичку. Каждый предлагает разные свои условия. Но чуть нам потребовалась помощь, там зарплату выплатить, материал чуть закупить надо было. Поэтому мы обратились, и нам почти навстречу помогли нам. Как отметил директор Фонда поддержки предпринимательства, подобные предприятия позволяют создать новые рабочие места, обеспечить регионы качественными стройматериалами по доступным ценам, пополнять региональный бюджет. Материал инвесторы будут реализовывать как на территории региона, так и за его пределами. Деятельность очень хорошая, новая. В регионе у нас такого нету. Конкурентоспособная продукция у него хорошая. Цены хорошие на эту продукцию. Уже даже через нас у него есть покупатели, которые хотят уже обратиться к нему и там покупить продукцию, которую он производит. Это гибкий камень, искусственный мрамор. У него ряд там продукций. Хороший, амбициозный предприниматель. Надеемся, у него будет все хорошо, и мы дальше будем ему помогать. Если дальше ему нужна будет поддержка, мы всегда ему готовы помочь. Фонд поддержки предпринимательства Ингушетии осуществляет финансирование программ, проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в регионе. Речь идет о микрофинансировании и предоставлении поручительств, основанных на кредитных договорах, договорах займа и лизинга. Новые реалии требуют новых решений. Ситуация в мире повлияла на все или почти на все мероприятия. Встречи, конференции, выставки постепенно переходят в онлайн. Аналогичная судьба ждала и бизнес-миссии. Торгово-промышленная палата Ингушетии организовывает цифровую бизнес-встречу ингушских бизнесменов с белорусскими. Сейчас продолжается прием заявок. Новый формат взаимодействия позволит в сложившихся условиях сохранять и развивать торговую и внешнеэкономическую деятельность компании, существенно сократив временные и финансовые издержки на участие в переговорном и договорном процессах. Мы сейчас занимаемся формированием плана на 2021 год. Это миссии, это бизнес-миссии, в том числе и в онлайн-формате.
с субъектами и Российской Федерации, и с зарубежными странами. И уже в середине февраля у нас пройдет первая бизнес-миссия онлайн с предпринимателями из Беларуси. Онлайн B2B встреча позволяет объединить разрозненных покупателей и продавцов из любой точки на одной площадке за гораздо меньшее время и сокращением затрат. Взаимодействие сторон осуществляется на едином портале в режиме онлайн. Это открывает новые возможности взаимодействия, значительно упрощая проведение торговых операций. На сегодняшний день у нас уже есть заявки от предпринимателей, которые занимаются пошивом одежды. Есть заявки от предпринимателей, которые занимаются изготовлением сувенирной продукции. В том числе заявки от предпринимателей, которые занимаются производством металлоизделий. Это есть заявка от производителей мясной продукции. Сейчас уже буквально сегодня поступили заявки от производителей овощной продукции, поэтому список еще формируется. В принципе, заявку на участие можно подать до 1 февраля. Цель цифровой бизнес-миссии – установление новых деловых связей с потенциальными клиентами и партнерами, стимулирование торговой и внешнеэкономической деятельности производственных и торговых предприятий на целевых зарубежных рынках и рынках субъектов России, увеличение экспортных показателей отечественных производителей, расширение присутствия российских товаров на внутреннем и внешнем рынках и увеличение узнаваемости продукции компаний на международном уровне. Предоставление возможности сокращения издержек компаний на продвижение собственных работ, услуг. Друзья, ну что ж, наша программа продолжается, и в студию к нам присоединился гость. Это руководитель управления антимонопольной службы по Республике Ингушетия Батыр Тачиев. Здравствуйте, Батыр, рада видеть вас сегодня в нашей студии. И хотелось бы с вами поговорить, тема нашего сегодняшнего эфира – это антимонопольное регулирование, предоставление государственных преференций. Здравствуйте, Сергей Михайлович. И хотелось бы с вами поговорить, тема нашего сегодняшнего эфира – это антимонопольное регулирование, предоставление государственных преференций. Что такое государственные преференции? Предоставление федеральными, региональными, муниципальными органами власти каких-либо преимуществ хозяйствующему субъекту, за счет чего ему обеспечиваются более выгодные условия работы и его деятельности. Для каких целей предоставляются государственные преференции? В российском законодательстве есть разные законодательства. То есть, допустим, в американском законодательстве нет четкого перечня, где дается преференция. Там просматривается конкретный случай каждый, и в соответствии с ним анализируется рынок, и дальше дается разрешение либо отказ. В нашем законодательстве же все чуть по-другому построено. У нас есть четкий перечень, в соответствии с которым можно дать государственную муниципальную преференцию. И если орган власти посчитал нужным дать такую преференцию хозсубъекту, то есть порядок, в соответствии с которым он должен это делать. Соответственно, он должен собрать пакет документов, обратиться в Федеральную антимонопольную службу, либо в его территориальные органы, и попросить, чтобы ФАС одобрил эти преференции для конкретного хозсубъекта. ФАС, в свою очередь, делает большой анализ рынка. Если этот рынок не является конкурентным, если не нарушается баланс прав и интересов других хозяйственных субъектов, то дается такое разрешение. Если же орган власти совместил коммерческую и некоммерческую деятельность, то тогда дается предписание органу власти, что эту часть, которая является конкурентной, ее исключаете, а там, где неконкурентный рынок, то там можно дать. Либо просто дается отказ, если орган власти хочет некую помощь, лоббирование интересов какого-то хозсубъекта провести, то в этом случае дается отказ в предоставлении этих преференций. Сферы деятельности, где можно давать государственные муниципальные преференции, это обеспечение, если обобщить это все, то в основном это те сферы деятельности, где нет особой конкуренции. То есть там, где баланс интересов не нарушается, это те сферы, где приток инвестиций не особо интересен. Допустим, районы Крайнего Севера. Допустим, водоснабжение, водоотведение, если объявить аукцион на эти услуги, либо теплоснабжение, то с большой вероятностью, крайне большой вероятностью, ни один хозсубъект на аукцион туда не выйдет, потому что, допустим, поселок, где проживает 200-300 человек, обеспечить их теплом и водой, это очень большие средства нужны. Тем более, если это необходимо еще и построить самому инвестору, то в этом случае орган власти имеет право передавать существующие сети этому хозсубъекту. И дальше, если он посчитает, что можно доплачивать от граждан, также местная власть может доплачивать этому хозсубъекту, либо дать ему еще другие блага, которые перекрывали бы его расходы в данном направлении.
Поэтому там, где районы крайне севера, как мы перечислили, там развитие образования и науки, там тоже можно давать. То есть это защита окружающей среды, если дальше, проведение научных исследований, сохранение, использование, популяризацию государственных охраны объектов культурного наследия, развитие культуры, искусства, сохранение культурных ценностей, развитие физкультуры и спорта, обеспечение обороноспособности страны, безопасности государства, производство сельхозпродукции, социальное обеспечение населения, охрана труда, охрана здоровья граждан. Также поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческим организациям. Но в любом случае, при предоставлении этих преференций, при изъявлении желания это орган государственной муниципальной власти, необходимо, как я сказал, обязательно в мере согласовать это все с антимонопольным органом. И только после анализа рынка такие преференции могут быть переданы. Если сказать, какие минусы от преференции, необходимо еще отметить, что если такие преференции все-таки даны в обход законодательства, то мы сначала даем в соответствии с статьей 15 Закона о защите конкуренции предупреждение о том, что необходимо эти преференции вернуть обратно в казну, государственную, федеральную или муниципальную. Вот, если не исполняется, то мы возбуждаем дело и уже даем предписание и со всеми уже мерами фискального характера. Поэтому соблюдение этого баланса, оно крайне необходимо. Почему же нельзя дать эту преференцию? Допустим, если дать преференцию на конкурентном рынке, давайте если возьмем автотранспортные услуги, которые оказываются. Если на автотранспортные услуги претендуют несколько хозяйствующих субъектов, независимых, там ООО, будь то ИП, и есть некое государственное автотранспортное учреждение, то индивидуальным предпринимателям и хозяйствующим субъекту необходимо за свой счет покупать и автобусы, и земельный участок, где это все будет, да, там стоянка, место стоянки, место ремонта, гаражи и так далее. Это большие средства, соответственно, все эти расходы вкладываются в стоимость оказанных ими услуг. Но есть какое-то государственное предприятие, которому за счет бюджета, то есть за счет средств граждан, по сути, покупаются некие блага, то есть те же автобусы бесплатно передаются государственное муниципальное имущество, оно там стоит. И тогда, получается, у этого госпредприятия практически нулевые расходы. Они могут ставить за свою услугу, за стоимость, допустим, там, за километр перевозки, они могут ставить там, 10 рублей, образно говоря. А те же хоссубъекты, которые были вынуждены вкладывать свои деньги, они вынуждены ставить уже 30-40 рублей, допустим. И автоматически эти хозяйствующие субъекты, будь то государственная форма собственности, частная, они ставятся в неравные условия. Соответственно, нарушается баланс интересов граждан, уже конечного потребителя. А если это госпредприятие станет монополистом, мы знаем, какие услуги мы получим, то есть никакого развития там не будет, и услуги будут там третьесортные, по сути. То же самое можно приводить в других сферах, будь то там аптечное учреждение и так далее, и так далее. То есть те сферы, где государство отдало от себя, там, естественно, стоимость услуг будет значительно ниже, и там конкуренция будет уже на корню задушена. Бетта, расскажите, а часто ли вы сталкиваетесь с нарушениями при предоставлении государственных преференций? За последние 5 лет, наверное, только раза 3 к нам официально обращались за согласием, чтобы мы дали согласие выдаче государственной муниципальной преференции. Все 3 раза мы дали отказ, не согласовали, потому что пакет документов, который нам был предоставлен, был не в полный. То есть, а уже повторно их предоставлять обладатель государственного имущества не захотел. А в других субъектах Российской Федерации, допустим, образно говоря, если я взять, допустим, мое предыдущее место работы, это Ханты-Мансийский автономный округ, там очень часто к нам обращались. Допустим, передача в аренду теплоходов. Хоссубъекту это неинтересно было. Поэтому давали согласие, чтобы эти теплоходы передавались в госучреждению. Ну и так далее. То есть перечень очень большой, поэтому, в принципе, да, там очень часто обращаются. У нас в регионе пока. У нас в регионе крайне мало, но при проведении контрольных мероприятий мы сталкиваемся с тем, что все-таки эти преференции дают, но без согласования с нами. В этом случае мы, естественно, уже возбуждаем дела, выдаем предупреждения, и административные дела возбуждаем. Ну, весь комплекс принудительного характера применяется здесь. В 2016-2017 году мы выявили нормативный акт, который был издан Министерством образования Республики Ингушетия, в соответствии с которым только одному хоссубъекту все дошкольные образовательные организации и также школы сами, они им должны были давать возможность ставить вендинговые аппараты только одному индивидуальному предпринимателю. Другим же доступ на этот рынок, на площади этих учреждений был закрыт.
соответственно, его цена была бы уже окончательной. То есть он мог бы за бутылку минералки поставить 500 рублей, и никто с этим не поспорил бы. И тут мы увидели его, дали предупреждение, чтобы министерство отменило свое письмо, которое было направлено всем школам. Нам в ответ сказали, что это просто рекомендация, но путем анализа мы поняли, что любая рекомендация вышестоящего органа власти, она воспринимается как приказ, который нельзя ни в коем случае нарушать, в соответствии с которым и руководствовались, в принципе, те школы, где эти аппараты ставились. Вот, ну, в принципе, министерство поняло, что это является ошибочным, они отозвали свое письмо, и этот доступ на рынок был открыт, в принципе. Когда стоматологические услуги ветеранов Великой Отечественной войны, это является обязательной услугой со стороны государства, гарантированной, вот, оказывало только одно медицинское учреждение. То есть, допустим, тем же ветеранам, которые находятся на территории Малгобека, Джайрахского района, им крайне невыгодно приезжать в Назрань, в Магаз, либо там жителям, старикам, да, мы это знаем, что это уже, если ветеран Великой Отечественной, то ему 80, 90, 100 лет, то есть он должен ехать, допустим, тоже в Малгобек и стоять там в очереди, проходить. Это было крайне неудобно. Кроме того, что это крайне неудобно, вся сумма денег передавалась одному хозсубъекту, когда на рынке есть там 20, 30 и более хозсубъектов, причем в каждом муниципальном образовании у нас есть стоматология. Почему им не передать? Но далее также предупреждение, этот нормативный акт был отменен, и, соответственно, уже эта услуга оказывается равномерно. Ну что ж, спасибо за интервью. Я желаю успехов вам в работе. Спасибо большое, взаимно. Друзья, а я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был Батыр Тачиев, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия. На этом наша программа не заканчивается. Оставайтесь с нами. На курорте Армхи впервые с 2016 года стартовал горнолыжный сезон. 26 января состоялось открытие горнолыжной трассы. Сейчас на территории курорта действует двукресельная канатная дорога и бугельный подъемник пропускной способностью до 1000 человек в день, горнолыжная трасса протяженностью 1250 метров. Гостиничный номерной фонд составляет 240 мест. Работают 2 бассейна, гостинично-ресторанные комплексы, сауна. Также предусмотрены веревочный городок, площадка для пейнтбола, конные прогулки, велотрасса и детский развлекательный парк. Об этом рассказал генеральный директор курорта Магомед Евлоев. Первоначально открыть горнолыжный сезон планировалось в конце ноября, начале декабря, но из-за погоды старт был перенесен. Последний раз трассы открывали в 2016 году. Напомним, всесезонный курорт Армхи в 2020 году посетили 26 500 человек. Это на 42% больше по сравнению с 2019. В 2019 году гостями Армхи стали свыше 18 500 человек. В новогодние праздники в 2021 году курорт посетили 730 человек, что на 25% больше, чем за тот же период 2020 года. На курорте можно пройти лечение по разным направлениям и сферам. Расширен номерной фонд гостиницы «Чайка» при высокогорном и водном комплексе, а также проведена реконструкция дачи, построенной в 2020-х годах в горах региона для русского революционера Михаила Калинина. В ней созданы 5 комфортабельных апартаментов. Эту местность заслуженно называют музеем под открытым небом из-за обилия исторических памятников. Это и знаменитые ингушские боевые башни и древние христианские храмы. Всесезонный оздоровительный горнолыжный курорт Армхи начал принимать гостей с 2012 года. Он расположен в западной части горного Джайрахского района Ингушетии на высоте 1500 метров над уровнем моря и занимает территорию более 2000 гектаров. Ну что ж, друзья, на этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи в эфире.